Привет, первая изба. Ну вот, доехали. Первая остановка. У сучья сколько выпало оттуда. Смотрите. Всем большой привет. Ветер северный сегодня. Вода еще большая, как мы видим. Но стремительно начала уровень падать. Где-то вот максимально где-то уже почти метр, наверное, упала вода. Сегодня у нас получается мы едем на вторую избу. Поход по открытой воде до второй избы. Сюда остановился, чтобы убрать вот это зимнее, как сказать, ну, мусор, я имею в виду. Опилки, вот эти щепки. Там идет лодка, которую мы обогнали. Это HDX5, наверное, лодка. И моторка хорошо идет. Очень даже неплохо. Вот. Здесь долго задерживаться не стану, ребят. Быстренько уберусь. Вот этот весь хлам. И поедем дальше. Там лодка. Очень хорошо идет. Видите? Налегке. Так что всем советую HDX5 лодку. Моторную лодочный мотор. Лодочный мотор. Что-то путаю. Вот. Лодочный мотор HDX5. У меня Меркурий. Микацу. У меня Микацу 9.8. Вот.
Фу, поход на несколько дней, я думаю. Там посмотрим, надеюсь, доедем. Вода еще большая. Я не стал уже затягивать с походом. Надо съездить, пока есть лишняя вода. Там много завалов, заторов будет по мелкой воде ходить. Так что выбрал всего вот это время. На улице еще у нас прохладно. Птицы поют. Листва даже толком еще не выходит. В селе немножко листва есть, но вот тут вижу, что черемуха более-менее уже как бы листья распустились, а березы вообще без листьев еще. Что большие, что маленькие деревья. И они от холода еще вообще какие-то темные, коричневого цвета. Ну, пожалуйста. Только-только вот почки распускаются, но не хватает тепла. Траву ест, витамины. Тут я вижу, смотрите, все выкопано. Это, наверное, мыши. Или что это было, непонятно. Мыши. Ну, кроты или кто это может быть. Портят луг. Такие туннели образовались там. Вон в избушке где-то и живет, может. Вот, доски там подправить, там все, ну как обычно. Да. Каждый год я перед тем, как куда-то поехать на вторую избу, останавливаюсь, смотрю. Давайте зайдем еще посмотрим внутри, что и как. Вот эти еще дрова сейчас пилить не стану. Это будет отдельный поход. Он никому не мешает. В куче лежит и лежит. Дров еще много. Вот это сложу. Ну, как я это все буду делать, я уже снимать не стану. Затягивать фильм, я просто уберу и потом включусь. Че, Ламзуракарка? Ну, тут самое главное, замок висит. Это говорит о том, что хулиганы не заходили там, чтобы своровали что-то. О, хорошо-то как, ребят. Честно, блин, вот зайдешь в избушку, вот запах избы, вот, я не знаю, одурманивает. И самое главное, вот это. Я обычно вот это все закрываю. А здесь открыто. Походу гость снова приходил. Я обычно вот так всегда закрываю. Может и у меня открытый оставалось. Вот. Но есть человек, который заходит, забирая, что там внутри у коробки, оставляя провизию, именно продукты, и уходит. Вот. Ну, посмотрим, может ты что-то и записал или нет. Ну, обычно никто не пишет. Чего? Да, только у меня там запись. Ладно, сейчас я займусь, ребят, бытовыми делами здесь. Все быстро уберу, не так много. Бывает, когда большая вода, здесь даже все до кострища заливает, и течением он так несет, и мусор заносит на луга. Ну вот, для представления, вот как это выглядит весной. Все под водой у нас. Уровень, я не знаю, примерно вот до куда доходила, но сейчас пока еще вода тут есть. И много. Вот новогоднюю елку уже я присматриваю к будущему. К будущему Новому году то есть. Тулан немножко приболел у меня сегодня. Два дня отлежался, сейчас более-менее не хромает. И с собой еще лекарство для него взял. На всякий пожарный. Ну и ходит. Чтобы мне было веселее и безопаснее, потому что сейчас очень много медведей. И хоть голос даст, или еще предупредит, или я не знаю. Но мне просто на душе легче, когда у меня рядом собака ходит. Поэтому это мой напарник. Мы в тайгу сейчас вглубь тайги не будем ходить. Это осенью охотимся. А сейчас просто возле избы там быт. И без собаки как-то тоже
скучно. Есть товарищ. Это хорошо. Береста. Это надо убрать. Ну все, ребят, болтаю, как всегда. Кому интересно, смотрите, спасибо вам. Ну и приятного вам еще раз просмотра. Думаю, получится хороший фильм. Хороший поход. Надеюсь, доедем до второй избы. А там, как получится, все буду снимать, показывать. Территорию убрал. Вот здесь все чисто порядок, опилки. Вот это бревна более выше поднял, ну, в кучу, в одну кучу собрал. Уже летом спилим, сюда сложим и будем затапливать печи. Здесь тоже это негодные, ну, это летом буду использовать. Тут сучья все собрал, опилки все убрал. Сучья вот пока там оставил на берегу. Наверное, другой раз тоже спилю и тоже на дрова пойдут, в принципе, нормально. Летом много дров не надо, кострище там сделать, чай попить, там сварить там кипяток. Да и сучья каждый раз все больше и больше, ну, гниет, падает. Вот, ну, примерно так. Все, давай, изба, до новых встреч. Мы погнали дальше на вторую, надо тоже проведать. Сюда уже следующий поход будет у нас на трицикле, я так думаю. Потому что вода, уровень упадет. И уже на трицикле приедем. Ну, все, едем к газку. Кукушку, между прочим, кукуют. Все, лето уже на дворе. Скоро уже нормально. Нормально потеплеет, комары. Ух, этот гнус, конечно, не очень радует, но придется потерпеть. Так, ладно, так и поеду. Этот ящик тяжелый, и лодка чуть-чуть как будто поднимает этот нос у лодки. Вот этот груз туда еще надо закинуть. Но и там придется мне, наверное, пилить, возиться пилой, и все под ногами мешает. Что? Так, все, едем. Там бревно принесло, этого не было. Топляк. Там коряга будет. Летом рыбачить, там лодкой закрепиться и рыбачить вообще здорово. Ладно, погнали. Хозяева. Новое окно. Разбитое окно уже поменяли. Вроде бы как. Заехал уже на таежную речку. Сейчас буду идти на средних оборотах. Вот первые заторы, ребят. Это уже начало. Вот, смотрите.
Летом уже тут затор будет хороший. Это прошлогодний. Вот тут стоял, он немножко, чуть-чуть ушел. Буквально на несколько. Ну вот тут было, вот. Вот поперек здесь лежала. Чуть-чуть сдвинулась место еще. Вот оттуда ушла. И вот, пожалуйста, новые уже. Вот. С берегом уходит. Олег говорит, чисти речку. Какой смысл чистить речку? Вот сейчас я прохожу. Осенью тут уже буду пилить. Здесь уже будем пилить. Начало уже вот такое. И кругом, каждый поворот так. Вот это прошлогодняя моя распилка. Вот, прошлогодняя. Вот здесь я пилил. Все это я вам снимал немножко. Снег еще лежит. Ладно, потихоньку буду подниматься. Местами буду также включаться, показывать. Опа. Здесь кряква была, пока включался, бля, и улетел, и чуть этот не стукнулся она. Вот тут кряква самец был. Ну, вот небольшие завалы, вот. Вот потихоньку вот так и набирается. Здесь тоже завал будет. И тут, между прочим, был вроде как. Ну, начало только этого. Сейчас любо ездить. Хорошо. Посмотрим, что будет осенью. Все под водой. Красота. Все это осенью придется пилить. Вот тут сколько накопилось напрямик. Здесь речка, берег пробила. И вот мусор. Прям какой-то вот, не знаю, как кармашек получился. Здесь тоже, скажу вам, уже затор тоже получается. Пока проходимо все. Ничего страшного. Вот. Видите? Сейчас большая вода. Проскочил. Осенью придется пилить. Хороший заторчик тут будет. Хороший. О, накапливается. Нормально. Нормально. Едем дальше. Помните, тут вообще завал такой был огромный. Все ушло. Все. Здесь был, потом туда перешел и полностью уплыл. Здесь плохое место, конечно. Течение бьет. Все чисто. Отлично. Не знаю, подводный остался или нет, на верховых вообще ничего не осталось. Хорошую чагу увидел, остановлюсь. Заодно отдохнем. Там огромная чага. Берег такой. Одного рябчика видел, пока ехали. На берегу. Ну, даже и не увидел, как он взлетел, ветки так дернулись. И все. Вроде этот. Ну да, смотрите, какой огромный. Шикарная чагинзи. Опа. Вот это понимаю. Чага. Кусок так кусок. Почему бы и не остановиться ради этого?
Вот. Больше дальше не вижу. Так, одна. Место-то хорошее. Тишина, ветра нету, птицы поют. Обалденное утро сегодня, конечно. День. Так и хочется уже мне где-то километров 5 так пройти. Вон там лодка. Вода большая, прекрасно ехать. Вообще удовольствие получаю в этом году пока все нормально. Весь мусор под водой, коряги вот это столетние. Сейчас одно удовольствие гонять. Ладно, забираем и дальше в путь. Ну вот, начало есть. Так, не шуточная береза тут, конечно. Не знаю, непонятно с какой стороны пилить. Снизу вверх. Так. Будем пробовать. Почти мешок чаги уже собрал, пока ехал. Ну, на глаза попадает, останавливаюсь, беру по пути. Так. Так. Сейчас пока это оставлю, вода упадет, если что, потом уже спилить. Сейчас надо мне еще тот немножко и проскочим. Сейчас разберемся. Осторожно, надо, вещь грязная уже. Ладно. Так, ладно, то ладно.
испугался. Ничего страшного. Прорвемся. Вон, вон, вон. Так. Подождем, пусть повыше будет, потом уже спилю. Вот, иначе удачи не видать. Понятно. Так, ладно, пока так оставлю. На обратном пути уже будем разбираться. Ну, это уже посерьезнее, поинтереснее, ребят. Это уже поинтереснее. Та-ра-та-та. Да. Так. Сейчас-то ерунда. Сейчас-то нормально все. Так. Спилим, проскочим. Так. Если сейчас пилю, он упадет в воду. Бух. Потом может там спилить, там может прижать пилу капитально. Вот это уйдет на ту березу потом. Нормально. Так, ладно, разберемся. Чуть-чуть не прижал. О, течение мне несет уже все.
Да, в принципе, сейчас надо там лучше спилить. Здесь я беспомощный сейчас. Мне надо сейчас там спилить, наверное, она повернет. Я так думаю. Попробую там.